эфир выпуском новостей. Коротко о главных темах. Роспотребнадзор разработал тест для британского штамма коронавируса. Житель Татинского района организовал проект, призванный помочь водителям, чьи машины сломались на трассе. А мастер из Омска создает миниатюрные книги. Одно из изделий сибирского левши попало в книгу рекордов Гиннесса. Роспотребнадзор разработал тест для британского штамма коронавируса. Анализ занимает всего 1,5 часа, говорится в сообщении Роспотребнадзора. В то время как классические тесты занимают в 3 раза больше времени. Подобный набор реагентов создан впервые в мире. В настоящее время завершаются его испытания. Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что российские ПЦР-тесты на коронавирус выявляют в том числе и британский штамм COVID-19. Кроме того, она заверила, что зарегистрированные в России вакцины защищают и от ТТ-разновидности коронавируса. В Якутии запущен проект, призванный помочь водителям, чьи машины сломались на трассе. Уникальная служба получила название «Автоспас Дальнобой». Ее организатором стал житель села Уолба Татинского района. За полмесяца работы ему удалось спасти от холодного плена 9 водителей. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. О страхе замерзнуть на дороге, когда вокруг тебя только лес и холод, Петр Охлопков знает не понаслышке. Он более 10 лет отъездил на большегрузной машине. Работал дорожником, бульдозеристом и дальнобойщиком. Теперь готов помогать другим водителям. За полмесяца работы проекта удалось помочь 9. Знаю, вот ихнее дело. Как они замерзают, насколько тяжело на дороге замерзать. И вот теперь с помощью соцконтракта я решил открыть автоспас на дороге. Воплотить проект и закупить необходимые инструменты Петру Охлопкову помогла программа социальных контрактов, которую уже 4-й год реализует региональное министерство труда. Субсидия в 200 тысяч рублей помогла полностью реализовать новую службу. В ближайших планах Петра найти единомышленников и распространить проект спасения в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском и Тампонском районах, а в будущем и в других улусах, где проходят федеральные трассы. По всей республике бы так, по всем районам. Открывать бы автоспас, тогда водителям бы было бы легче работать. Служба является уникальной и весьма актуальной, учитывая 50-градусные лютые морозы в регионе. Не устают благодарить и водителей, ведь порой, сломавшись прямо на трассе, найти спасение бывает проблематично. В ожидании помощи приходится ночевать в придорожной чайной по 2, а то и по 3 дня. Первый выезд службы «Автоспас» случился аккурат перед новогодними праздниками. Вот и сегодня Петра удалось найти за работой. Сейчас у нас температура воздуха где-то ниже 50 градусов, поэтому сейчас по времени очень долго идет. Где-то 5-6 часов я его разогревал. Ну, у них замерзает этот дистопливо, запарафинивается там, кристаллы образовываются и забивает топливный фильтр. Петр сотрудничает и с единой дорожно-диспетчерской службой 112. На связи он 24 часа в сутки и готов в любое время выехать на помощь водителям. Если сломавшуюся на трассе легковую автомашину можно отбуксировать, для этого есть множество других спецслужб, то большегрузы приходится ремонтировать на месте. Водители также не сидят в лютый мороз, работая сообща, проблема поломки решается быстрее. Без него, я не знаю, думаю, намного печальнее бы все было. Очень благодарен ему за это, да. И то есть то, что он берет сумму, допустим, да, за какую-то, он вкладывает чисто там в бензин, в солярку, я не думаю, ценник очень низкий, то есть просто свои затраты, наверное, перекрывает и все. То есть там не сказать, что баснословный ценник он берет за это все. Нет, можно сказать, на общественных началах это все он делает. То есть, да, спасибо огромнейшее человеку. Выручил, конечно. «Делай добро, и оно вернется к тебе в 100-кратном размере» – пословица, которая полностью характеризует службу «Автоспас Дальнобой». Вот и сегодня удалось вызволить из холодного плена еще одну машину, а водитель-дальнобойщик продолжил свой путь по заснеженной трассе. Ульяна Шагина, Прасковья Татаринова, Василий Иннокентьев, Тата, Якутск.
Волонтеры смогут подтвердить свой статус на госуслугах. На сайте будут размещать сведения из электронной книжки. Также с помощью портала граждане теперь смогут получить нотариальные выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, предоставленные Федеральной нотариальной палатой. С 1 по 14 января в Якутске родились 309 малышей. Это 167 мальчиков и 142 девочки. Что интересно, из них 47 малышей родились на Старый Новый год, сообщает пресс-служба Минздрава Якутии. Также за первые 2 недели наступившего года в столице родились 2 двойни. Это мальчики, родившиеся 9 января в перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы, а также девочки, которые родились как раз-таки на Старый Новый год в Национальном центре медицины. Главный секрет успешного поступления в вузы в этом году – сдать хотя бы 4 ЕГЭ. Подвох для абитуриентов в том, что учреждения могут изменить список, и экзамены не всегда совпадают. Такого мнения придерживаются эксперты. К примеру, в Высшей школе экономики на факультете экономика советуют выбрать русский язык, математику, обществознание и иностранный язык. Международные отношения 4, но еще лучше 5 экзаменов. Русский язык, история, обществознание, иностранный язык и география. Мессенджер WhatsApp продлил срок, в течение которого 2 миллиарда его пользователей должны принять условия нового соглашения. Ранее срок стоял до 8 февраля. Требования не относятся к пользователям в Великобритании и Европе, но оповещения были разосланы всем. Теперь этот срок продлен до 15 мая, а учетные записи не согласившихся не будут блокированы 8 февраля. Появление нового соглашения сопровождалось скандалом, поскольку из его текста следовало, что личные данные пользователей станут доступны всему семейству приложений Facebook. WhatsApp является частью этой корпорации. Теперь же в мессенджере поясняют, что новое пользовательское соглашение трактуют ошибочно. В WhatsApp заверяют, что переписка пользователей, как и прежде, останется защищена сквозным шифрованием. В компании также подчеркивают, что практика передачи некоторой информации в Facebook существовала и раньше, но она не будет расширена. Более 450 сотрудников МЧС России будут дежурить во время крещенских праздников на территории республики. В Якутии накануне праздника организуют одно место купания и 6 прорубей для забора воды в 2 муниципальных районах и 1 городском округе. Инспекторы ГИМС провели мониторинг водных объектов и выборочные замеры толщины льда. С 18 по 20 января силы и средства якутской территориальной подсистемы переводятся в режим повышенной готовности, говорится в сообщении. Ранее, 13 января, Якутская епархия сообщала, что было принято решение об отказе от традиционных крещенских купаний, и что они не будут проводиться в 2021 году в Якутии из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мастер из Омска Анатолий Коненко около 30 лет создает миниатюрные книги. Одно из изделий сибирского левши в 2002 году попало в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький образец литературного произведения в мире. Как рассказывает художник, миниатюрной книгой называется издание размером до 10 сантиметров, а книги в 1 сантиметр называют микрокнигами. За годы творчества мужчина трижды выставлял в библиотеке президента России в Кремле, принял участие в десятках международных конференциях и провел множество персональных выставок. Как рассказал Коненко, время создания одной книги зависит от материалов переплета и страниц, а также наличия или отсутствия иллюстраций. И уже в 1997 году я как раз занялся вот этой задачей и смог сделать миниатюрную книгу, или она называлась уже суперкнига, меньше 1 миллиметра. А это понятно, что книга, значит, она должна иметь страницы, она должна листаться, она должна иметь, ну, в лучшем случае, конечно, иллюстрации, и она должна иметь, ну, по крайней мере, полный текст или какую-то главу какое-то известного произведения. Я взял Антона Павловича Чехова «Хамелеон», размер 0,9 на 0,9 миллиметров, и полностью туда поместил текст с цветными иллюстрациями. И после того я ее отвез как раз на одну из таких выставок, это было в Америке, и показал, что вот такая книга есть теперь в России. И она на тот момент оказалась самой маленькой книгой в мире. И поэтому спустя несколько лет она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Минспорт Якутии разъяснил правила проведения спортивных состязаний. Проведение официальных стартов планируется с соблюдением требований методических рекомендаций. Также, согласно указу главы региона, мероприятия должны быть включены в единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2021 год. Кроме этого, они пройдут строго без зрителей. Также участники и судьи состязаний обязаны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, выданного не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия. Спортсмены из Чурапчинского района завоевали золотые медали чемпионата Якутии по стрельбе из лука. Чурапчинская школа стрельбы из лука берет начало еще с советского времени. В 70-е годы наши спортсмены были лидерами в республике. В 2000-х эта традиция была продолжена. Есть даже своя районная федерация по стрельбе из лука. Сегодня в многофункциональном спорткомплексе в Чурапче есть 2 секции для школьников и взрослых. В частности, стрельбе из лука там обучают ребят со всей республики, приводятся слова тренера сборной Чурапчинского района Михаила Филатова. В ближайших планах, по словам тренера, участие в крупных соревнованиях, а именно Кубке России и Чемпионате России по стрельбе из лука. 7 якутянок стали победительницами первенства Дальнего Востока по боксу. Всего якутская сборная в 3 возрастных категориях завоевала 22 медали различной степени. 7 представительниц региона завоевали звание чемпионок. Также на их счету 13 путевок на первенство России, сообщили в Федерации бокса. Соревнования проходили с 13 по 16 января в Приморском крае. Команда Якутии успешно представлена 26 боксерами под руководством тренера Оксаны Васильевой, которая завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Отмечается, что первенство России по боксу состоится в феврале в Московской области. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.